Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые болельщики. Рад вас приветствовать снова на прекрасных матчах Башкирской хоккейной лиги. Ну что ж, у нас сегодня решающий матч, по крайней мере, для одной из этих команд. Наверное, все уже прекрасно знают, что идет плей-ин. И в данный момент, сейчас в рамках этого плей-ина у нас определяется победитель. Соответственно, тот, кто одерживает 2 победы, проходит далее в плей-офф, а тот, кто уступает, то, соответственно, остается, уже завершает свой сезон, так скажем, 23-24 года в Башкирской хоккейной лиге. На ваших экранах Башкирская электросетевая компания, они по левую руку от нас в форме темной, и противостоит им сегодня команда «Уралец», это команда депутатов Курултай собрания Республики Башкортостан. На данный момент счет серии у команд 1-1. Буквально на днях только проходила у нас встреча. Конечно же, мы поговорим о ней, разберем в целом игру. Давайте обо всем по порядку и начнем с составов. Уж очень больно интересно, как подошли коллективы к своей решающей и, возможно, одной из самых важных игр этого сезона. Представим для начала команду БЭСК. Вратарь Рамиль Загидулин, номер 51. Полевые игроки: Анатолий Колесников, 3. Данил Сидоров, 7. Ильдар Рыскулов, 13. Павел Таран, 14. 18. Алексей Рождественский. Здесь опасно уже возле ворот БЭСКа. Снова действует максимально опытно вратарь Рамиль Загидулин. А мы продолжим, с вашего позволения, дальше по составу. Состав БЭСК: Искандер Салихов, 21, Сергей Минировин, 23, Юрий Богданов, 29, Алексей Петров играет под номером 32, Павел Гайлун, 37, Юрий Филиппов, 39, Салават Хайрулин, 73, Сергей Денисов играет под номером 90 и Илья Сагеев, 93 номер в составе команды БЭСК. Уралец. Так, у БЭСКа у нас 14 человек заявлено, как я посчитал, то есть по факту 3 пятерки, да, но неполноценные, без одного игрока. Пока в атаке Уралец, немножко прервемся здесь, понаблюдаем, как действуют эти бравые мужчины. И что у нас? Нет, шайба зафиксирована. Нет, празднуют уже, не увидел я действия нашего с вами рефери. И что, неужто опять Артур Салимов отличается? Да, смотрим на повторе. Вместе с Алимов уже из-за ворот здесь доставляет ближний угол. Но вот рефери как-то даже сам не сразу, да, сакцентировал свое внимание. Еще раз ракурсы из-за ворот. И здесь отчетливо видно, да, что шайба пересекла синюю линию. 0-1 становится счет. У нас уже буквально 3 минуты потребовалось уральцу, чтобы начать забрасывать. И автор за эти ворота Артур Салимов, номер 98. Коллектив «Уралец» представлен у нас следующим составом. Пара вратарей: Алмаз Хасанов, номер 1, Рустем Ахунов, 11. Не видим мы сегодня Радика Гарифулина в заявке уральца. Тем не менее, полевые игроки: Евгений Ахмадулин, 2, Артур Ганиев, 4, Юлия Краснова, 6, Сергей Иванов, 10, Григорий Долбин, 12, Камиль Загитов, 15, Евгений Астафьев играет под номером 19. Антон Матрёнин, капитан команды, 29. Максим Егоров, 33. Журалов Максим, 42. Артур Хуснудинов, 44. Олег Кузнецов, 73. Игорь Черников играет под номером 77. Максимов Дмитрий, 78. Ильдар Сафин, 85. Файзулин Ильяс, номер 87. Игорь Калачев, номер 90. И Артур Салимов, номер 98, уже отличился у нас взятием ворот. Ну что ж, друзья, все внимание на экраны. Чатик нашей трансляции активен. Пожалуйста, пишите, поддержите свои коллективы. Ну и, конечно же, лучшие сообщения по традиции мы зачитаем в прямом эфире. На данный момент пока здесь активно проявляются болельщики БЭСКа. Пишет Дина: БЭСК вперед. Данил топит за БЭСК. И также Олеся Загидулина: БЭСК вперед. И 3 огненных смайлика. Предполагаем мы, что Олеся Загидулина, наверное, в частности, и также болеет персонально за Рамиля Загидулина, вратаря команды БЭСК. Я уже сказал, что 14 человек заявки у энергетиков, а вот заявки депутатов 18 человек, то есть 3 пятерки плюс
3 запасных и того на 4 игрока в заявочном листе уральца побольше. Наблюдаем снова мы в атаке Артура Салимова. И, наверное, можно уже поговорить о играх, которые состоялись ранее. У нас буквально вчера завершился поединок, и в нем в основное время не сумел определиться победитель. Уральцы играли с Бэском, и матч завершился со счетом 4-5. Но уже серии послематчевых бросков пришлось прибегнуть, да, так скажем, после истечения основного времени. И вот там уже Бэск проявил себя более активный, нежели игроки команды «Уралец». Но вот, честно говоря, присутствовал я на матче, и не совсем понятно мне было. Там на самом деле первую половину игры «Уралец» уверенно вел со счетом 3-0, лидировали. Депутаты здесь снова опасно возле ворот Бэска, и на острие этой атаки был у нас Артур Ганиев. Пока взятия ворот второго мы не видим. Тем временем 6,5 минут у нас игрового позади. Уралец уже себе некое комфортное преимущество создал. До середины матча у нас лидировала команда «Уралец». Я уже об этом сказал. 3-0. Но вот, знаете, потом как-то чаша весов все-таки начала перевешивать на сторону энергетиков. И тут же спустя небольшое количество времени буквально потребовалось, чтобы отыграться энергетикам. Счет уже 3-3. По одной шайбе забили в третьем периоде. И в целом ушли уже на послематчевые броски со счетом 4-4. Эти коллективы. В составе «Уральца» 4 гола, то есть фактически покер, организовал Артур Салимов, номер 98. В команде «Бэск» одну шайбу в ворота противника отправил Ильдар Рыскулов, номер 13. По дублю, то есть по 2 забросили Сергей Денисов, 90 номер, и Алексей Рождественский, номер 18. К слову сказать, Рождественский же как раз-таки и принес победу своей команде, реализовав уже решающий буллит, можно так сказать. И сегодня на наших экранах с вами разыгрывается уже решающий матч, в ходе которого, собственно, мы узнаем, кто у нас попадет в плей-офф. Вот, ну, также вчера была встреча, в которой играли у нас хоккейный клуб БГК против Баш РТС. И вот в этой серии уверенно победу со счетом 2-0 одержал команда БГК. То есть обыграли они полностью здесь распределительные тепловые сети. И фактически уже определился победитель, который выйдет в плей-офф. Это команда БГК. Итого в плей-оффе у нас играет Транснефть Урал, УФСИН, хоккейный клуб БГК. И сейчас на наших экранах определяется 4-й игрок плей-оффа. Вот, кто же это будет, Бэск или Уралец, уже мы сможем поговорить по истечению этой встречи. Уралец красавец вперед, пишет нам Аделина. Интересно очень, у Уральца очень много народу. Ну, да, Данил, бывает, что 20 человек, 20 полевых игроков, согласно регламенту, может заявить коллектив. Сегодня у Уральца 18, у Бэска 14. Но объективно, наверное, все понимаем. Так, сейчас прервемся, здесь опасно. Атаковал коллектив депутатов. Олег Кузнецов пробивал ворота Рамиля Загидуллина. По-прежнему продолжается атака Уральца. И снова Артур Салимов. Обратите внимание, примерно с того же положения, да, забрасывает Салимов, что и предыдущая шайба. Но единственное, что вот здесь немного иначе, можно сказать, практически такой сольный обыгрыш Рамиля Загидуллина нам сейчас демонстрирует Артур Салимов, потому что получил он передачу с левого закругления борта. На центре остался один. Никто не прикрывал Артура здесь из защитников Бэска. Ну и, конечно, результат, собственно, налицо. 0-2 счет в матче. 7 минут еще играть в первом периоде. Татьяна Харидинова нам пишет: тороплюсь на матч, и сердечко
Смайлик, сердечко, можно такое сказать. Ну, Татьяна, аккуратнее, вы как-то похоже в дороге и одновременно трансляции смотрите и нам в чатик пишете. Надеюсь, что не за рулем. Надеюсь, что не за рулем, конечно же. Если за рулем, то будьте, пожалуйста, аккуратней. Потому что вашу организационную работу в Башкирской хоккейной лиге, ну, на данный момент я пока не представляю, кто может, так скажем, вас заменить. Мы очень ценим ваш труд и результат, собственно, вашей работы налицо. Игры проходят регулярно, стабильно, вот, на высшем уровне. Поэтому отдельное вам спасибо. Так, говорили о составах. 14 человек в БЭСке, 18 в Уральце. Вы знаете, ну что ж, дорогие друзья, так, сегодня, по-моему, вторник, да, если мне не изменяет память. Очень активно работаем в выходные, потому что фактически большая часть мероприятий проходит в выходные. И так иногда можно запамятовать. Да, все верно, 2 апреля, вчера отмечали День смеха в России. А сегодня уже 2 апреля, вторник. И, возможно, знаете, в связи все-таки с тем, что люди работают, не все смогли принять участие в этом матче. По крайней мере, те, кто хотели. Опасный бросок от БЭСка. Вот, и поэтому такие составы. Это, к слову, мы начали говорить о взятии ворот от БЭСка. Ждем повтора. Срочно этого момента. Загляделся я немножко в чат. Ну, видел, что разыграли классно, да, на правом фланге здесь развивалась у нас ситуация. Краснова слегка не успела для того, чтобы отработать функцию защитника и вот прикрыть эту передачу от Павла Гайлони. А там уже к месту 1 на 1 с Хасановым остался Данил Сидоров, который является автором взятия ворот. Так. Уралец красавец вперед, пишет Аделина Загидулина. Почему не играет Аделина Загидулина, не знаю. Честно, ответить не могу на этот вопрос. Вот, из прекрасных представительниц женского пула я знаю только Юлию Краснову в Башкирской хоккейной лиге. Хотя, вот, знаете, в детском юношеском хоккее в целом очень часто можно увидеть, что девчата играют наравне с парнями. И если учитывать регламент, что в детско-юношеском хоккее девочкам можно быть на несколько лет постарше парней, а как общеизвестный фактор, что в этом раннем возрасте, как правило, девочки развиваются активнее. Ну, по школе я это примерно помню, когда пацанчики там еще, грубо говоря, в кавычках ковыряются в носу, девчата уже нарядные, накрашенные, в полном росте, красавицы и т.д. и т.п. Вот, то там очень часто девчата, они возглавляют списки бомбардиров. Здесь у нас немножко ситуация иная уже. Все взрослые ребята и снова в атаке БЭСК могли пойти на вторую шайбу, но пока нет. Рано говорить об этом. Так вот, Аделину я ни разу не видел. Юлия Краснова, да, представлена в коллективе Уральца. Частенько мы ее наблюдаем. Не помню, чтоб забрасывал по ходу сезона БХЛ, регулярки. Но, тем не менее, проявляет себя очень активно в матчах. А Салимов снова здесь обыгрывает практически всех. И это хэт-трик Артура Салимова. Да, знаете, своевременное, конечно, появление Салимова в коллективе Уральца. Оно вносит свою лепту в целом в игру команды депутатов. Потому что, ну, допустим, в прошлом матче Артур оформил покер, забросил 4 шайбы. И вот сегодня уже, давайте посчитаем, за 14 минут игрового времени это хэт-трик Салимова. Здесь, конечно, очень ценный игрок это в коллективе Уральца, потому как довольно много забрасывает. Данил Ярослав пишет нам так, Данил Ярослав. Данил или Ярослав, не совсем понятно. Ну ладно, Данил Ярослав. БЭСК, смелее в бой, мы поддерживаем, мы с тобой. Аделина Загидулина, я на чемпионате России в Перми, завтра стартую. Удачи, Аделина. 90-й номер БЭСК, Данил Ярослав. Так, а что 90-й? Сергей Денисов, 90-й номер БЭСКа. Ну ладно. 2 минуты тем временем остается до окончания первого периода. Что-то как-то разговор за разговором так идет, в принципе, на позитиве. Ну, давайте попробуем немножко все-таки понаблюдать за хоккеем, сосредоточиться. Сидоров. 90-й номер БЭСКа. Вот я помню, да, предыдущий момент. Ну, там же, по-моему, все-таки Сидоров забил.
Я видел, что находился Денисов также рядом, но вот в перерыве, если что, пересматриваю повтор момента. Очень много народу, уральцы, на эту тему поговорили. Есть какой-то регламент, действительно ли данные работники работают в этой компании. Айдар Нигматуллин нам пишет. Вы знаете, Айдар, вы можете пройти на сайт, я вам сейчас подскажу, только после этой атаки уральца, и это 4-я шайба. Немного времени потребовалось уральцу, чтобы уже забросить 4. Вы знаете, Ильяс Файзуллин сейчас, да, здесь автор взятия. Но вдвоем здесь против одного защитника фактически выходят Салимов и Файзуллин. Мастерски Артур Салимов уходит левее, да, отвлекает действия защитника. В то же время остается открытый Ильяс Файзуллин. Никто ему там не препятствует. Выход 1 на 1 с Рамилем Загидуллиным. И 4-я шайба побывала в воротах коллектива БЭСК. Так, про регламент спрашивал у нас Айдар Нигмат. Так, прошу прощения. Подзакрылась вкладочка. Айдар Нигматуллин, да, спрашивал про регламент. Айдар, вы можете пройти на сайт латинскими БХЛ, дефис, sport.ru, и там, пожалуйста, вся информация, прошедшие игры, регламент, конечно же, можете почитать. Турнирная таблица. У нас пока положение вне игры. И даже при желании атрибутику можете прикупить. Кстати, к слову, говорить о соцсетях довольно... Я просто вижу, что присутствуют у нас люди новые, да, возможно, на трансляции. Вот, очень активно ведут свои соцсети. Башкирская хоккейная лига, есть ВКонтакте и Телеграм. По-моему, в Одноклассниках даже есть страничка. Поэтому, дорогие друзья, приходите, подписывайтесь. Участвуйте. Периодически бывают розыгрыши разнообразные. Ну, давайте продолжим в втором периоде. Второй период встречи башкирской электросетевой команды и компании и команды «Уралец». 1-4 после первого игрового отрезка. Именно такой счет у нас на табло. В составе «Уральца» хэт-триком отличился Артур Салимов, и крайняя шайба осталась на счету Ильяса Файзуллина. Что касается энергетиков, там за эти ворота оформил Даниил Сидоров, насколько я корректно разглядел. Я говорил вам про соцсети Башкирской хоккейной лиги. И вот, дорогие друзья, классные соцсети, ВКонтакте, Телеграм, по-моему, есть даже в Одноклассниках, сайт. Заходите, подписывайтесь, участвуйте. Периодически есть розыгрыши, атрибутику можно приобрести. Поэтому... фотографии из турниров, видео, трансляции. Все там, вся жизнь лиги БХЛ в соцсетях постоянно, регулярно публикуется и обновляется. Так. Совпадение, не думаю, пишет нам тут. Ну, да, про регламент говорили уже не один раз. И, по-моему, третий матч плей-ина, все, мусолим эту тему. Кого... Есть какие-то непонятки, дорогие друзья, в первую очередь прочитайте регламент. Все вопросы у вас отпадут. Там все написано, кто может принимать участие. Не только
депутаты или сотрудники. Также есть в заявках всех практически коллективов игроки, которые по регламенту проходят как в спортшколе. Так, снова Артур Салимов. Шайба владеет БСК. У нас здесь Сергей Денисов. Бросал, но не точно. Рикошет мотается у борта. Подбирает уралец. Шайбу уже у нас игровой снаряд во владении энергетиков. Тут же активно подключаются к атаке белые. Ганеев. За воротами и уже перед воротами оказывается игровой снаряд возле Артура Хуснудинова. Но Хуснудинов не дотягивается до шайбы. Данил Ярослав пишет, как так, Салимов работает в другом месте. Почитайте регламент. Данил, все вопросы отпадут. Журавов. По диагонали передача на центр. Ну, здесь как-то на подборе коллеги не особо успевают. Загитов. Вспоминаю я вчерашний матч, да, вот эту серию бросков. И вы знаете, как бы, ну, ни в коем случае никого обвинять не хотелось бы, но, на мой взгляд, вот у уральца не все, конечно, смогли оформить взятие. И вот помню, что капитан команды Антон Сергеевич Матрёнин вообще на подходе к вратарю даже, да, потерял шайбу. Произвести бросок не сумели. Конечно же, Матрёнин капитан, и очень много он забивал по ходу этого сезона. И вот где-то, похоже, от волнения такого, да, решающего момента случилось так, что на подходе к Рамилю Загидулину игровой снаряд с трюка Матрёнина сорвался. Я не говорю, что это именно этот факт, да, повлиял на то, что вчера уступил уралец, но тем не менее в том числе. На самом деле там не только Матрёнин, еще несколько игроков промахнулись. Ну, в том плане, что не смогли оформить взятие ворот. А вот крайний уже послематчевый бросок Алексея Рождественского поставил все-таки точку в вчерашнем матче. 1-1 у нас счет по серии. Сегодня, собственно, все решится. Пока 1-4. Уступает, можно сказать, БСК. Довольно приличный разрыв. Но, опять же, учитывая вчерашний матч, БСК — это тот коллектив, который максимально короткие сроки может реанимироваться. Мы это все прекрасно знаем. И отчасти здесь, конечно же, ну, за такие ошибки надо наказывать своего соперника. Простите за такое выражение. Иванов там был, и Краснова, возможно, первую шайбу оформит Юлия в этом сезоне БХЛ. Я, честно говоря, не помню. Возможно, отсутствовал. Вот, забрасывали Краснова. Но на тех матчах, на которых присутствовал, еще ни разу не видел, чтобы забивал шайбу Юлия. И, наверное, по-своему такой символичном матче, да, решающем. Вот, было бы здорово, если сумел забросить Юлия Краснова. Так, кричалочки здесь у нас подходит. Команда наша суперкласс БСК не обыграет. Не обыграть сегодня вас. Мы верим серьезно в наших ребят. С нашей поддержкой они победят. Ура, пишет нам Данил. Вы знаете, как четверостишием, да, вот так, как будто местами, конечно, ритм так теряется, но в целом очень приятно. Данил, спасибо. Кричалочка в пользу БСК. А вы знаете, потом же все равно некоторые игроки пересматривают матчи, да. Вот я, конечно, не знаю здесь все мужчины занятые. Но точно знаю, что в детско-юношеском хоккее игроки обязательно пересматривают потом игры. Бросок дальний был в исполнении Ганеева, но на месте вратарь Рамиль Загидулин у БСК. Вот, пересматривают и также смотрят комментарии, читают. И, ну, как приятно будет, да, вот посмотреть, что, допустим, Данил там написал кричалочку в чатике. И вообще, в целом, кто поддерживал, кто что писал, я уверен, что с радостью потом пересматривают матч хоккеисты и, конечно же, ценят вашу поддержку.
Так, Бэск лучший, пишет нам Олеся Загидулина. Здесь, да, с вами трудно поспорить. Ну, по ходу регулярного чемпионата, наверное, всем все понятно. Да, если вдруг кто только присоединился к трансляции, у нас по ходу регулярного чемпионата победителем стал коллектив «Транснефть Урал». На втором месте УФСИН, Бэск на третьем. БГК, башкирская генерирующая компания, закрепила свою позицию на 4-й строчке. Баш РТС 5-й и команда «Уралец» на 6-й строчке. Но вот сейчас, слегка так обновив свой состав, мы видим, что «Уралец» совершенно по-другому начали играть. Да, конечно же, были какие-то вопросы по некоторым позициям. Но на данный момент, вот анализируя их игру, мы видим, что ряд вопросов здесь, конечно же, закрылся. Опять же, это говорит о серьезном настрое этой команды, да, потому что в плей-оффе уже фактически игры будут на вылет. Юрий Богданов сейчас бросал на месте Алмаз Хасан. Подчеркивает ответственность, как команда подходит к плей-оффу. Усилились перед плей-оффом довольно-таки хорошо «Уралец», и настрой однозначно боевой. А так, по ходу сезона, честно говоря, знаете, не все хорошо так складывалось у «Уральца». Очень много матчей проигрывали, довольно много вопросов было по коллективу. Но сейчас мы видим, что ситуация выглядит иначе. Хуснудинов опасно заходил справа. Потом «Уралец» вас пересмотрит, типа, не знаю вообще, о чем вы пишете, пересмотрят. Матчи пересматривают хоккеисты, не обязательно «Уралец». Так, у нас здесь повздорили слегка хоккеисты у Файзулина. Были какие-то претензии к защитникам, в частности, Данилу Сидорову. Пересмотрят, типа, вас, пересмотрят матч. Не понял, о чем речь. Ну ладно, двигаемся дальше. Так, Сафин был на точке вбрасывания, оставляет шайбу за своей командой. Но тут же уже Бэск ошибается на выходе из зоны, и можно бросать Кузнецову с этой позиции, но не стал Олег делать бросок по-прежнему. Игровой снаряд у нас находится в зоне Бэски. Вот так качует, да, из стороны в сторону. В атаке уже энергетики. Что получится здесь? Ну, классная передача была. И Сергея Денисова, да, принять не смог. 1-4 уступает. Энергетики вчера буквально где-то 7-8 минут, наверное, потребовалось, чтобы отыграть 3 шайбы. И как раз-таки под конец второго периода эта ситуация развивалась. И так в теории конечно, подряд матчи, да, вчера только играли, уже сегодня атака «Уральца», передача не получается с левого фланга у Евгения Ахмадуллина. Сделать пас на партнера не вышло, препятствовала защита этому пасу. Вчера только буквально проходила встреча, мы уже об этом говорили, и вот сегодня повторный матч. А как, не вчера, а в воскресенье, по-моему, играли. Да, в воскресенье играли коллективы. Здесь, конечно, вопрос, вот, как сумели ли восстановиться все игроки, потому что очень много сил уходит на игру однозначно. Потом понедельник, день, как правило, тяжелый. Сегодня вторник, опять рабочий день, безусловно, у всех. Тут еще и под вечер решающий матч за выход в плей-офф. 73-й номер, вперед, удачи, нужен гол. Слават Хайруллин играет под номером 73 в коллективе энергетиков. «Уралец» тем временем Салимов. Покер. 4-я шайба на счету Артура Салимова в этом матче. Давайте посмотрим на повторе. Ну как уже прям здесь на коленочке подкатывался, да, буквально. И приложил максимум усилий к этому броску Артур Салимов брал. Ракурсы за ворот, кстати, очень интересно, да, потому что очень много
вопросов бывает по поводу взятия ворот. И также неоднократно я видел, что арбитры сами прибегают к системе видеоповторов. Вот из-за ворот именно тот ракурс мы можем с вами наблюдать все практически глазами вратаря. В данном случае Рамиля Загидуллина. Вот. И отчетливо видно, конечно же, пересечение линии ворота. Это 6-я шайба. Один 6 становится счет за 5 минут до окончания второго периода. Но здесь просто практически вся команда была в средней зоне. Разрезающая передача под синюю линию на Артура Салимова. На подходе он обыгрывает защитника и не оставляет еще при этом никаких шансов Рамилю Загидуллину. Так, комментарии здесь читаю, все ваш комментатор как будто угрожает. 4 смайлика. Да нет, конечно, вы что, о чем вы бросите? Как я могу угрожать кому-то? Ну, во-первых, позиция по долгу службы мне не позволяет такого сделать, да? В частности, комментатора матча. И, во-вторых, ну, нет повода. Вот. Ну, и в-третьих, собственно, как-то больше моя жизнь проходит на позитиве. Не помню, когда вообще последний раз кому-то угрожал. У нас будет первое удаление, наверное, где-то в юности по глупости. Были какие-то угрозы в чью-то сторону, а так уже давно эта тема осталась где-то позади. Наверное, там в годах 2000-х или 90-х. Так, удаление у БСК, 21 номер, Искандер Салихов. Это первое удаление в этом матче. Сейчас уралец будет играть, разыгрывать лишнего игрока. В пятером будет действовать коллектив депутатов. Крутое собрание. Но в свою очередь БСК, уступая 5 шайб, остается вчетвером на льду. И, конечно, не самая приятная концовка второго периода для энергетиков. Но вот в то же время, знаете, довольно часто в меньшинстве забрасывали БСК по ходу сезона башкирской хоккейной лиги. И, может быть, почему бы и не сейчас. Так, а у нас покинул владение Алмаз Хасанов. И что, очередное удаление. Здесь уже пошла жара. Все, вода горячая, полилась по хоккейным трубам. 2 на 2, все честно, по-пацански. Подкатывается у нас здесь Павел Гайлунь, хочет разнять ребят, и Артур Салимов, похоже, как топового бомбардира Салимова тут решили вывести из строя. Но вот обратите внимание, Гайлунь, да, как-то, вот, знаете, так довольно вежливо что-то объясняет. Я так понимаю, Павел слегка постарше, да, потому что Салимов, ну, на первый взгляд, вот так помладше, как бы игрок основного коллектива. И здесь, возможно, взял на себя вот Павел именно роль, так скажем, куратора, да, чтобы Салимову объяснить, возможно, в каких-то моментах, если где он был неправ. Ну и что, ждем, конечно же, решения. Время у нас остановлено, ждем решения арбитров. Видели мы, что Юрий Богданов там участвовал в Махаче в этом. Пришлось даже амуницию поправлять. Ждем вердикта арбитров. Ну, судя по тому, что Алмаз Хасанов у нас покинул свое владение, то есть там явно было удаление у БСК. У нас этот момент остался за кадром. Вот, поиграли до касания темных, соответственно, шайбы коснулись, и вот уже пошел Махач вовсю. Так, Транснефть очень сильно обидит Салимова, Вангую, пишет нам пользователь. Ну, наверное, я не знаю, честно говоря. Что там, Транснефть, какие отношения с Салимовым. Так, 3 человека на скамейке штрафников у БСК. А у уральцев пока только Салимов. Но еще арбитр что-то решает. Да, возможно, кто-то еще присоединится у нас здесь. Тем временем 2 минуты 47 секунд. Остается нам играть.
во втором периоде. И, ну, вот опять же, да, мы подчеркиваем, что сегодня решающий матч фактически определится по мере того, кто из коллективов выиграет, то определится у нас команда, которая выйдет в плей-офф. Ну и по факту проигравшая команда сезон Башкирской хоккейной лиги свой завершит. Про плей-офф я уже говорил, какие коллективы выйдут туда. Ну, вдруг кто только присоединился к трансляции, скажу, что играет там Транснефть, УФСИН и Башкирская генерирующая компания. Байбаганеев. Вы знаете, дальняя передача была под синей линией от Юрия Филиппова. Другое дело, кому он ее отдавал, не совсем понятно было. Но, скорее всего, больше хотел отбросить. Наверное, да, с той целью, чтобы потянуть время. Здесь снова опасно Артур Ганиев возле ворот Рамиля Загидуллина. Снова бросок по воротам Загидуллина. Рамиль очень мастеровито проявлял себя по ходу всего сезона. Основной голкипер команды БЭСК, и, конечно, колоссальное давление на него периодически сказывалось. Не всегда, не везде успевает защита выполнять свои функциональные обязанности. И вот на Загидуллине постоянно такая повышенная ответственность в коллективе БЭСК. Честно говоря, очень опытный голкипер. Вот, есть также еще и Сидоров, заявки БЭСКа. Но вот, насколько не изменяет память, так скажем, в основном большее количество матчей, по моему подсчету, Рамиль Загидуллин именно проводил в раме ворот энергетиков. Сидоров, не знаю, с чем связано, но тем не менее, по-моему, второй вратарь в коллективе. Так, Краснова, шанс забросить для Юлии. Мы уже говорили об этом ранее, что это опасно, да, знаете, на пятаке там довольно-таки жарко в плане взаимодействия между игроками, конечно же. И вот Юлии после броска бы, наверное, желательно на всякий случай оттуда подальше откатываться. БГК чемпион, пишет нам. Ну, пока чемпион регулярки у нас Транснефть, а вот в плей-офф мы только будем играть. Начнем играть в выходные. Давайте немножко расскажу вам. По началу третьего периода здесь неприятное столкновение. Какой-то болевой шок, удаление будет у нас. Кто же начнет играть третий период в меньшинстве? Мы узнаем об этом после второго перерыва. Стоп, сейчас будет.
Так, ну мы-то, в принципе, можем и под музычку поиграть. Ничего такого страшного не вижу. Ну, наверное, на всякий случай напишу нашему режиссеру трансляции, чтобы музычку-то поубавил. Шайба у нас Матрионин на правом фланге. Передача на Ахмадулина и добивание на месте. Загидулин на месте. Матрионин был на острие этой атаки. И вот здесь уже контратака от Беска. Так, продолжаем. Это у нас третий период встречи коллективов Башкирской электросетевой компании и команды депутатов Курултай собрания. Матч очень важный для команд, потому что по ходу этой встречи определяется у нас победитель, счет серии 1-1 и фактически матч за выход в плей-офф. Счет 1-6 ведет команда «Уралец». Мы видели с вами, что покинул площадку Григорий Долбань, но до этого под занавес второго периода здесь опасно действует Беск. Сидоров сегодня забивал он уже одну шайбу. Григорий Долбань покинул площадку. Опасный выход. Да что ж такое-то, даже сказать не дают. Здесь атака за атакой. Камиль Загитов был не точен. Долбань площадку покинул. Под занавес второго периода какое-то неприятное там. Было у него падение, столкновение. И Ильяс Файзулин записывает второй гол на свой счет в этом матче. Но вот волей судьбы, да, остался здесь Файзулин один. Да, и как раз тот момент, где вот забрасывает Файзулин, остался один он, Рамиль Загидулин. Без поддержки своих защитников на мгновение остается, и уже без Файзулин оформляет дубль. Под занавес второго периода, по-моему, Долбань получил какую-то небольшую травму, да, и принял решение, судя по всему, матч завершить. Не выходит у нас Артур Салимов, и вот непонятно, сегодня не работает судья-информатор в Уфа-арене Малой. Но что-то такое ощущение у меня складывается, что Салимова до конца игры удалили. Вот, пока играет в большинстве коллектив энергетиков. Там, по-моему, Сергей Иванов рядом находился с Артуром Салимовым. Ну, 5 полевых игроков я уже вижу. Уральцы на льду. Краснова пытается игровой снаряд отобрать у Филиппова. Сделать это не получается. Но в целом мешать однозначно мешает. Еще и, конечно, Евгения Астафьева здесь слегка подмогла потерять равновесие Юрия Краснова. Но, впрочем, это все от того желания не подпустить близ ворот к своему голкиперу Юрию Филиппова, соперника из коллектива Башкирской электросетевой компании. 4 минуты третьего периода позади, плюс 6 ведет Уралец. И заявка, конечно, на победу. Нет, Салимова мы видим на льду, все в порядке. Там у него, похоже, минут 5 ему так дали, по ощущениям. За стычку возле ближнего борта. Матрионин за воротами шайбу отбирает. Салимов. Можно набрасывать на пятак. Там уже Ковачев находится. Так, Юлия Хайруллина. Муж молодец. Горжусь. Юлия, мы тоже гордимся вашим мужем. Присоединяемся к вашей гордости. Ой-ой-ой, отчетливо штангу сейчас мы здесь с вами слышали. Салимов снова едва-едва не забрасывает. Уже со счетом, можно сказать, сбился я. Ну, раз, два, три, четыре, пять. 5 шайб сегодня на счету Салимова. И сейчас вот, как говорится, лучший друг или лучшая подруга вратаря штанга выручает энергетиков от
заброшенный 8-й. Небольшая пересменка у нас, и очень скоро ведет черную таблетку наш опытный рефери. Ганеев не смог подобрать шайбу. Здесь уже уралец Журавов владеет игровым снарядом, только почему-то направляется он поближе к Алмазу Хасанову. Так, Юлия Хайруллина. Я так понимаю, Салават Хайруллин. Это номер 73 у команды энергетиков. Опытный игрок. Частенько мы его видим так в атаке. Постоянно подключается. Активно проявляет себя по ходу матчей. Поэтому к вашей гордости, Юлия, мы присоединяемся вместе со всеми болельщиками. Так, Минервин. Шайба уже уральца. Ганеев налево. Тут его коллега Хуснудинов. И опять Загидулина оставили практически одного. По футбольному Ганеев сейчас на пяточку хотел принять игровой снаряд. Сделать это не получилось. Классная скидка на пятак. Но вот уже таран. Так, а нет, там не таран, это Рыскулов был у нас. Рыскулов под свой контроль шайбу забрать не смог. Ганеев отдает передачу на Хуснудинова. Это практически 1 на 1 выходит за Гидулиным. Полноценно сделать бросок возможности не было. Шайба уже у Сидорова. Данил забрасывал по ходу этой встречи одну, но положение вне игры фиксирует рефери. Регина Хайруллина пишет нам: уралец чемпион. Да, вот до этого писали БГК чемпион. У каждого свой чемпион, я так понимаю, дорогие друзья. Вот. Но если придерживаться все-таки регламента и вообще башкирской хоккейной лиги, то в эфире-то, понимаете, для зрителей каждая команда своя, конечно же, чемпион. Вот. Но у нас получается победитель регулярного чемпионата башкирской хоккейной лиги сезон 23-24. Это команда Транснефть Урал. Сейчас же у нас играется плей-ин, и, соответственно, уже чемпион будет определяться по ходу завершения плей-офф. Так, я хотел вам сказать, что, значит, у нас пройдут уже плей-офф как таковой начнется в это воскресенье, 7 апреля. Будут проходить матчи Транснефть Урал и УФСИН. Они уже заранее вышли туда, да. 17:30 сыграет Транснефть, 19:00 УФСИН. Вот, честно говоря, как кого распределят, то есть генерирующая компания, понятно, что уже вышла в плей-офф. Но с кем будет играть, пока не знаю, не могу подсказать. И вот уже по результатам сегодняшнего матча также кто-то сыграет или с Транснефтью, или с УФСИНом. Уже в эти выходные 17:30 первая игра, 19:00 второй матч состоится. Пожалуйста, дорогие друзья, приходите поддержать свои коллективы в малую Уфа-арена. На всякий случай напомню, вход свободный, поэтому все желающие, конечно же, могут посмотреть воочию на эти прекрасные матчи. Ну, если таковой возможности нет, то у нас классные трансляции. И я думаю, они не менее эффективны. И здесь капитан команды «Уралец» был едва на волоске от заброшенной очередной шайбы. Честно говоря, знаете, давно не видел. Последние, по-моему, 2-3 матча Матрёнин-то у нас не забивал. Вот последние матчи точно. А когда первая игра была БСК-Уральц, там, по-моему, все-таки одну шайбу Антон Сергеевич оформлял. Так, 87-й муж Файзулин. Хайруллин, девичья фамилия. Уралец вперед. Все понятно, Юлия. Я вас понял. Ильяс Файзулин, номер 87. Матрёнец неудобный. Здесь будет ли добивание? Вторым темпом развивается атака Евгения Ахмадуллина, уральца. Да, вот так вот иногда очень легко подловиться на ошибки с девичьими фамилиями болельщиц. Знаете, иногда вроде как-то хочется сказать, да, как-то приятно задобрить, что ли, так скажем, болельщиков. А вот Хайруллин, Файзуллин, однофамильцы все.
И легко ошибиться. Ну что ж, ладно. Вовремя исправленная ошибка. За ошибку не считается. Матрёнин отдает шайбу на Максимова. Дмитрий ищет кого-то из партнеров. Пас в никуда. Никто не закрывал синюю линию, но если не считая, у нас, получается, находился там Артур Хуснутдинов, но это как-то уж не точно очень действовал игрок команды «Уралец». В то время, когда весь коллектив практически пошел в атаку, синюю линию никто закрыть не смог. Так, депутаты орут к своей победе. 6 минут до окончания третьего периода. 6 шайб по 1 минуте на одну шайбу. Честно говоря, знаете, пока с каждым десятком секунд, наверное, все меньше и меньше верится в победу БСК. Если вчера они, точнее воскресенье, если 31 марта, уступая. Ой-ой-ой, и здесь 8-я, и, по-моему, знаете, это точку уже ставит у нас Артур Ганиев, номер 4 в заявке уральца. Ну, давайте посмотрим за развитием. Все дело в том, что Искандер Салихов, да, шел в атаку и в средней зоне шайбу потерял. Здесь берет ее под свой контроль Артур Ганиев. Выходит практически 1 на 1, но препятствовал защитник. И вот знаете, Павел Гайлунь также выдвинулся в его сторону. Но не хватило скорости Павлу. Вот, возможно, если бы какой-то режим форсажа включил Гайлунь, там мог бы он препятствовать этому броску Артура Ганиева. Но дело уже сделано. Загидулин пропускает, и это 8-я шайба уральца. Давайте будем честны, наверное, откровенно. Отыграть 7 шайб, вероятность, вот, наверное, 0,1% из 99,9. Москва смотрит, пишет нам Данил, также Данил Ярослав. Салават Хайруллин, 73-й. Мой братишка. Ну, со всеми все вроде как определились. Чей муж, чей братишка Хайруллин, чей муж Файзуллин. Все встало на свои места, дорогие друзья. И также сейчас у нас, по-моему, по ходу этой игры встанут на места все коллективы, которые сыграют в рамках плей-оффа. Я уже говорил ранее, это Транснефть, УФСИН, башкирская генерирующая компания, ну и, судя по всему, Уралец. Так, а Файзуллин спрашивает, когда успел депутатом стать. Вот не знаю, честно говоря, не скажу, когда Файзуллин успел стать депутатом. Вот. Не в курсе дела, может, помощник депутата. Может, заявлен в коллектив как на неких других условиях, согласно регламенту, это допускается. Не во всех коллективах конкретно прям играют сотрудники или депутаты. Преимущественно, конечно же, регламентом определено, в каких пропорциях все это должно быть. Если хотите, можете почитать bhl-sport.ru. Открываем, читаем регламент в формате PDF. И здесь взятие ворота от капитана. И радостно уже начинает праздновать свою победу в играх плей-ин Антон Матрёнин. Давайте посмотрим еще раз на повторе. Здесь Салимов по левому бортику, как по рельсам, буквально прокатывается. Точный пас на центр на Антона Сергеевича. И 9-я шайба побывала в воротах Рамиля Загидулина. Наблюдаем мы с ракурса из-за ворот еще раз эту красоту, сей пейзаж, который нам дарит капитан команды «Уралец». Так, все по-честному. Кругом непонятно что. Ну, знаете, что, 2 минуты 20 секунд осталось играть в третьем периоде. К чему этот негатив в чате? Не вижу абсолютно никакого смысла. Ну, а как вы хотели, чтобы депутаты Курултай собрания не попали в плей-офф? Ну вы что, дорогие друзья, о чем вы говорите? Кузнецов.
так устроен чемпионат, что все-таки, к сожалению, не все могут принять участие в плей-оффе. БЭСК классный коллектив, они здорово играли по ходу этого сезона. Но, к сожалению, по регламенту выходят только 4 команды в плей-офф. И, к сожалению, для болельщиков команды энергетиков это не они. 1,5 минуты. А еще играть в этом матче. Исход его всем понятен и очевиден. Сегодня взятием ворот в коллективе «Уралец» отличились Ильяс Файзулин. Но пока еще поиграем. Может быть, еще нет, до гроссмейстерского. До десятки довести представители «Уральца» счет в этом матче. Но пока Ильяс Файзулин не справляется с этим натиском. Файзулин, к слову, забрасывал сегодня, оформил он дубль. Одна шайба на счету Артура Ганиева. Далее Антон Матрёнин, капитан «Уральца». И Салимов, по-моему, можно сбиться со счета. 1, 2, 3, 4, 5. 5 шайб у Артура Салимова, 98 номер команды «Уралец», половину шайб забросил. Ну, давайте представим так тогда, если бы... Ну, вот кто-то здесь прям так Салимова активно обсуждали. Если бы Салимов не принимал участие в этом матче, то минус 5 шайб, 9, 4, 1, 4 примерно был плюс-минус счет. Поэтому здесь дело не в Салимове, поверьте. Дорогие друзья, удаление зарабатывает его Сергей Иванов. Но, по-моему, да, здесь вот... неприятная стычка, но и проигрывая, по-моему, здесь у нас уже БЭСК хочет как-то, наверное, по-свойски, да, как во дворе раньше, знаете, в футбол, в хоккей играли. Они нас победили, мы их побили. Главное, чтобы сейчас не перешло все это дело в башкирскую национальную борьбу «Куреш», потому что в противном случае придется ребятам снимать майки, а арбитрам выносить полотенца, на которых будут бороться участники. Но благо мы играем в хоккей, и, конечно же, здесь, ну, погорячились, да, ребята, вот, но как-то нужно завершать, наверное, это все дело. Вот уже успокаивают все здесь Евгения Астафьева, и принимает он решение покинуть площадку, дабы не напрягать обстановку на льду. Матч завершен, уважаемые болельщики. «Уралец» одерживает победу и выходит в серию плей-офф. БЭСК держались молодцом, но, к сожалению, этого было недостаточно для того, чтобы обыграть «Уральца». Поздравляем мы депутатов Госсобрания с победой. БЭСК, уверен, в новом сезоне, в будущем году этот коллектив сможет проявить себя, показать немного лучший хоккей, отличающийся от того, который демонстрировали они нам по ходу этого сезона. С вашего позволения, разрешите откланяться, дорогие друзья. До новых встреч на хоккее. Увидимся на плей-оффе уже в эти выходные.
Let's go. Share.